5 постов охраны, 47 металлических столбов. 73 объекта демонтировали только в Авиастроительном и Новосавиновском районах. Все они признаны самовольными постройками на муниципальной земле. В Вахитовском и Приволжском районах сейчас 54 таких объекта. Это гаражи, сараи, заборы, шлагбаумы. Так, полуразрушенные гаражи на улице Хади-Такташ пока не тронули. Я сюда приехала, я почистила этот гараж, я вызвала БТИ. Оказывается, эти гаражи не санкционированы. Как они могут быть не санкционированы, если есть документы, есть налоги приходят на этот гараж? Поэтому не знаю, что там. Земля, конечно, здесь дорогая, естественно. В этом случае налог приходил на гараж, а построен он был еще в 80-е годы на муниципальной земле. По закону самовольная постройка. Жителей близлежащих домов такой исход даже радует. Ну, летнее время, в общем, собираются тут, в общем, гуляют, пьянствуют, шумят. Тем более вид будет это. Заброшенные автомобили тоже беспокоят горожан. Во-первых, они занимают отдельное парковочное место, а во-вторых, именно рядом с ними зимой возникают снежные завалы. Сейчас, если у такого автомобиля есть госномер, сначала будут искать собственника через госавтоинспекцию, иначе машину будут забирать на хранение и дальнейшей утилизации. Вопрос бесхозных автомобилей особенно остро стоит зимой. Часто именно они загораживают путь для снегоуборочной техники. Есть вообще металлолом валяется. У нас вот во дворе года 3 лежала копейка. Забрали на металлолом. Работа усилилась с введением республиканской программы «Наш двор». Так, за 2 года только в Кировском-Московском районе установлены собственники 21 автомобиля. 19 человек перевезли машины сами, 8 собственников ищут. Жители сами увидели, во имя чего это делается, во имя чего этот снос. Те хлобуды, которые показывали, даже если это и авангардная, даже если это промзона, это наши жители. И наша задача, и наш девиз, который мы себе поставили, что не должно быть окраин указаний, везде должен быть столичный уровень. Игру в казаки-разбойники прекратят и с незаконными торговыми точками. В этом году в Казани демонтировали 329 самовольных киосков и рынков. Ильсур Медшин предложил главам районов вновь провести ревизию, а к началу ноября составить обновленные списки самовольных построек и бесхозных автомобилей с графиком их дальнейшей утилизации. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.